Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Орусиядан кайтып келди. Ал түшкөн учак бүгүн 25-июлда Канттагы авиабазага келип конду. Аны авиабазанын алдынан тарапташтары тосуп алды. Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аны Москвага Россиянын президенти Владимир Путин чакырганын жана атайын учак жибергенин белгиледи. Ал менин досум болот, жакын адамым. Келип кет деп атайын самолет жөнөттү. Бул биринчи эле жолкусу эмес. Буга чейин да 2-3 жолу суранды. Такыр эле барбай койсом да уят болмок. Ал киши Кыргызстан эмне болот? 3-чү революция болуп кетпейби деп кайгырып атат. Мен ал кишиге революцияны дайыма бийлик жасайт, эл айла жок көтөрүлөт дедим. Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин шаршембиде Москвада жолукту. Андан кийин Путин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстан буга чейин 2 жолку олуттуу саясий толкунду башынан өткөргөнүн, өлкөгө саясий туруктуулук керек экенин айткан. Анан урматтуу Владимир Путин биригиши керек деп айтабы, мисалы Трамп айтабы биригиши керек деп, анын өзүнүн мезгили бар. Мен ошол эле Владимир Путинге айттым, ошо мезгил менимче өтүп кетти деп да. Аракет кылып көрсүн дедим Сооронбай Жээнбеков, бирок чындыгында көрүп атасыңар да. Ал ишти элди бириктирүү үчүн, элдин биримдигин сактоо үчүн биринчи күндөн баштап иштеш керек болчу да. Демек, как вы оцениваете итоги вашей поездки? Хорошо съездил. В двух словах, какие достигнуты договоренности, о чем говорили с президентом России? Ну, я хотел бы ограничиться той информацией, которую дал он и которую дал я своим. Все-таки такая тет на тет, и многое там должно остаться за дверями. Вы довольны встречей? Очень доволен. Скажите, пожалуйста. Какие-то гарантии вы получили? Гарантии вашего политического будущего в стране? Вы знаете, я никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий. Я всегда прошу защиты только у Господа Бога, у Создателя. В отношении ваших сторонников сейчас заключение? Ну, на эту тему был у нас разговор, и об этом я написал в своем заявлении. Что, в принципе, вы знаете, какая ситуация в стране, и для того, чтобы люди были в самом деле, о чем говорит президент России, уважаемый Владимир Путин? Он переживает за страну, за будущее страны. Он переживает, опасается третьей революции. Вы это ясно видели, наверное. И для того, чтобы главная задача была у действующего президента Жээнбекова, вот эти уже 20 с лишним месяцев, ему надо было над этим работать, сохранять стабильность. Надо было работать над укреплением единства народа, а не заниматься политическими интригами и трудоустройством своих родственников. Ну теперь, вот, есть у него время, мы давали ему время до сентября, всю эту ситуацию выправить. И и президент России за это переживает, потому что все-таки Кыргызстан это член Евразес, ОДКБ, ШОС и так далее, и так далее. Ну давайте посмотрим конкретные результаты какие-то, будут приняты со стороны властей или нет. По соответствии с вашими требованиями, Ваши требования остаются к властям? Я в своем заявлении о наших требованиях сказал, это, конечно же, в первую очередь прекратить политические репрессии и по-настоящему бороться с коррупцией. Отставки будете требовать? Отставки? В сентябре, да. 3 июля у нас, по-моему, там было выдвинуто требование отставки парламента. Да, но до сентября. В сентябре. Вы знаете, это требование митинга Народного штаба. Я не выше Народного штаба или не выше людей, которые собираются. Мне кажется, с требованием отставки парламента уже осенью выйдут не только Народный штаб, но очень многие силы. Я разговаривал как экс-президент Атамбаев с президентом Путиным. Я ему рассказывал свое видение. Эмне өзгөрүшү мүмкүн? Сиздин позицияда, жалпысынан коомдук саясий абалда эмнелерди күтүп жатасыз?
Қарап тұра алшы, мен эми ашық айтайын. Ештеңеге ишенбей деле калдым да. Бирок ошол учурда ушу айрымдар баардык чечимдер Москвада кабыл алынат экен, көз карандысыздык кайсыларга шек келиши мүмкүн деген сыяктуу ойлорду айтып жатат. Сиздин позицияңыз кандай? Эми мен айтып атам, ал сынып пикир мага айтып атат да, Москвага эмне бар деп. Биринчиден мына Москвада жалаң элеп Россиянын президенти эмес, ал менин досум да, жакын адам. Атайлап илтеген самолет жөнөтүп атса, атайлап келип кетти деп, бул биринчи жолу эмес. Ушу менен экинчи жолу суранды келип кетти деп. Анан мен такыр эле оптонуп барбай койсом уят болмок. Ошондуктан барып келдим. Ал киши кайгырып атат, Кыргызстан эмне болот? Анын билдирүүсүнөн укпадым. 3-чү революция болуп кетеди деп кайгырып атат. Мен ал кишиге айттым, революцияны дайыма бийлик даярдайт, бийлик жасайт. Эл айла жок көтөрүлөт. Революцию всегда делает власть. Алмаз Шаршен, сизди Кыргызстандан качып кетет дегендерге кандай жооп бересиз? Кечетен бери аябай Аман эле болсун, аман эле болсун. Аягында өздөрү качпаса болду. Бул менин мекеним, менин өлкөм. Топурагы буйрусын, бул менин жерим. Алмаз Шаршенович, вопрос такой. В 2017 году вы раскритиковали Бабанова за то, что он встречался с Назарбаевым. В этом году вы встречаетесь с Путиным. Как вы прокомментируете это? Вы знаете, я, во-первых, не выдвигаюсь в президенты. Сейчас не идет выборная кампания президента. Өмрбек Токтогулович, как кандидат в президенты, пошел просить благословения и, возможно, не только благословения в соседней стране. Конечно, я считаю, это неправильно со стороны и соседней стороны в тот момент было, потому что не надо вмешиваться в выборы. Я видел те времена, когда буквально некоторые политические лидеры страны, брали, скажем, финансовые средства у соседних стран, потом они за это расплачивались. Я считаю, это неправильно. Все-таки, если ты хочешь стать президентом Кыргызстана, ты проси благословения у своего народа. Вы пойдете в МВД на допрос в итоге? Я еще раз повторяю, для этого власти должны вернуться в правовое поле. Все эти законы, которые приняты были против меня, постановления в парламенте, они приняты с превышением полномочий парламента, с нарушением Конституции. На эти вопросы все хорошо ответил, по-моему, Слесарев Сергей Михайлович. Народный штаб вы будете распускать или нет? Народный штаб, я у них не командир, там другой председатель штаба, там исполнительный свой. Вы знаете, народный штаб это структура, которая сама по себе. И это жизнеспособная структура, которая будет, по-моему, только расширяться, будут вступать новые силы. Это, поверьте мне, я вижу очень большое будущее у народного штаба. Еще вопрос. Жена ваша Раиса Атамбаева, она является выездной или нет? Почему она в этот раз? Это вопрос не ко мне. А к кому? К ней или к МВД? Я этого не знаю, потому что, чтобы вот таких вопросов сплетен не было, моя семья никуда и не выезжает. Потому что выедут одни сплетни, не выедут, видите, другие сплетни. Сколько стоил перелет? Это говорит о том, какая власть у нас сегодня. Черт что. Кто вас приглашал от Бельянинов? Сколько стоил перелет? Значит, приглашал меня, наверное, вы сами убедились, кто. Сколько стоил перелет, тоже надо спрашивать у них. Нам он ни копейки не стоит. Сиз азыркы бийликтен кылмыштуу мындай куугунтук уланат деген позициядасызбы эгер? Мен бардык нерсеге даярмын да, ачык айтайын. Мен бардык нерсеге дайыма даярмын. Алмаз Шаршенов, в своем заявлении указали, что Кыргызстан должен разбираться со своими внутренними вопросами самостоятельно. Да. Вы не могли бы уточнить, что вы имели в виду? И означает ли ваша поездка в Россию и заявление руководства РФ все-таки вмешательство в дела Кыргызстана? Вы знаете, во-первых, представьте, все-таки Владимир Владимирович Путин, уважаемый, это не только президент России для меня это еще и близкий человек, друг. И несколько раз он уже приглашал. Сейчас уже все условия создал для поездки, в борт прислал. Как я мог не поехать? Просто по-человечески было неправильно. И это раз. Во-вторых, это не вмешательство во внутренние дела Кыргызстана, это беспокойство, тревога за той ситуацией в Кыргызстане, за тем, куда мы идем. Там же он ясно сказал, что не надо вам третьей революции. А мы на эту тему с ним разговаривали. Я сказал: Владимир, я все-таки видел уже 2 революции в Кыргызстане. Все революции делает власть.
Вот прекрасная страна, стабильная была 20 месяцев назад с лишним. Сегодня мы видим, куда она идет страна. Потому что власть вместо работы занимается интригами, политическими интрижками и пристраиванием своей родни на теплые места. Biz жолду жаап алдык. Осмон токотуп. Спасибо. До свидания. Алмазбекке кеттік пе? Hurmatli haydovchilar, hurmatli tarafdoshlar, ba'zimiz kolonnani buzmay jo'q, встречный liniyaga chiqib buzmay jo'q. Biz eldik shtab nizomsizlikqa qarshi deb tuzilganmiz. O'zingiz nizomni buzmaylik, nizomni taqsaqlaylik. Kolonnani buzmay jo'q, встречный полосаga chiqib haydamay jo'q. Алмазбекке, подождите. Соблюдаем правила дорожного движения. Не нарушаем правила дорожного движения. Не обгоняем. Строго по колонне. Двигаемся строго. Айда.